Важнейшие направления развития экономики нашей страны обсудили на встрече премьер-министра с предпринимателями Абхазии. Открывая мероприятие, Владимир Дылба отметил, что абхазский бизнес – это не только цифры в отчетах и показатели по выпущенным товарам, оказанным услугам и выполненным работам. Это намного больше, а именно стимул для развития национальной экономики. Безусловно, мы сегодня живем в непростое время, и нам всем необходимо скоординировать свои действия, проявлять гибкость и реализовывать масштабные проекты для конкретной цели, для развития нашего государства. В этом смысле государство, безусловно, готово способствовать и содействовать в поддержке инвесторов, поддержке предпринимателей, в обеспечении их защиты добросовестных, в частности, предпринимателей, безусловно. Поэтому считаю, что это, возможно, сегодня встреча, которая даст нам основу для обсуждения будущих вопросов, которые мы поставили. И очень рассчитываю на то, что мы сегодня обозначим не только проблемы, но и подскажем друг другу пути решения. Именно бывает порой так, что органы государственной власти не всегда видят и порой не всегда успевают принимать решения, которые необходимы бизнесу. Прошедший Абхазский международный экономический форум еще раз подтвердил высокий инвестиционный потенциал нашей страны. По заключенным соглашениям и договорам теперь нужно фактически реализовывать эти договоренности. И вчера было подписано распоряжение правительства о ходе реализации достигнутых договоренностей. Здесь у нас очень много работы, и президент страны особо обратил внимание, что соглашения, меморандумы, договоры обязательно должны найти свое отражение в конкретном деле. Но, безусловно, без вот такого диалога, без общения с бизнесом, это, безусловно, сделать сложно. Мы бы хотели сейчас обсудить, еще раз повторюсь, уважаемые друзья, абсолютно на доверительной форме обсудить важнейшие проблемы, которые стоят у бизнеса. В правительство поступает очень много запросов по разным аспектам, по разным направлениям. И я так думаю, что они, наверное, и у присутствующих здесь тоже возникнут. И поэтому мы все готовы для того, чтобы ответить на эти вопросы. И очень попросил бы, если будут предложения какие-то, обязательно их тоже сформулировать. Мы обязательно постараемся с помощью ваших рекомендаций потом принимать решения. В 2026 году у государства появилось очень много мер государственной поддержки, в том числе через финансовые инструменты, такие как льготное кредитование, субсидирование бизнеса, прямая государственная поддержка в рамках целевых государственных программ. Все мы знаем, что 2026 год объявлен годом села. Здесь, безусловно, сочетание должно быть и бизнеса, и развития сельского хозяйства, по сути, которое не всегда может приносить экономический эффект. Сельского хозяйства и сельских территорий. Именно об этом тоже хотелось бы особо подчеркнуть, потому что на форуме этому было уделено особое внимание. И хотел бы представителей аграрного сектора об этом тоже говорить как можно больше, потому что государственная программа развития сельского хозяйства и сельских территорий совсем скоро начнет реализовываться, и мы бы хотели вместе по таким направлениям посотрудничать. В последнее время очень часто мы обсуждаем тему экономического развития страны, в том числе, повторюсь, через меры господдержки. О некоторых более подробно я, безусловно, попросил бы рассказать министра экономики. И в контексте этого тоже ждем вопросы. Очень важнейшие направления. Вот как мы сейчас начнем работать, вот как сейчас стартанем, вот так будет и по сути определяться наш вектор развития в экономике. Здесь очень много
полезных и положительных инструментов появилось у нашей республики. И хотелось бы, чтобы все заинтересованные лица в этом поучаствовали. Если говорить уже в прикладном смысле о мерах, которые планируется осуществлять в 2026 году и последующие годы для того, чтобы на самом деле со стороны государства оказать поддержку развивающему абхазскому бизнесу, ну, естественно, первое, что хотел бы выделить, это программа льготного кредитования через российские финансовые институты, о которой, я уверен, многие из вас уже слышали. На текущий момент уже ведется прием заявок в рамках этой программы. Из основных параметров программы это стоимость инвестиционного проекта от 50 миллионов рублей и выше. Для участия необходимо собрать пакет документов, основой которого является бизнес-план проекта, который подробно описывал бы возможность и возврата инвестиций, и получения прибыли, и создания новых рабочих мест для нашей республики. Следующим важным направлением, которому уделяется большое внимание уже несколько лет, является поддержка малого и среднего предпринимательства. У нас на текущий момент уже завершается разработка, в ближайшее время ожидается утверждение программы поддержки малого и среднего предпринимательства, которая включает в себя несколько механизмов государственной поддержки. Среди них первый – это вот как раз одна из причин, по которой мы пригласили представителей коммерческих банков, это вопрос осуществления программы льготного кредитования, но уже через абхазские банки с использованием механизма субсидий для того, чтобы абхазский бизнес мог получить возможность привлечь кредит на льготных условиях. На текущий момент общие ориентиры этой программы назову. Ставка по кредиту планируется в размере порядка 10% годовых. Срок кредита на текущий момент обсуждается потенциально до 5 лет. Речь идет о том, что часть расходов, связанных с обслуживанием этих кредитов, возьмет на себя предприниматель, а разницу для того, чтобы банк не выдавал эти кредиты себе в ущерб, не получал от них убытка, разницу в процентной ставке планирует погашать государство через порядок отбора, который в настоящее время также дорабатывается, и мы ожидаем, что уже в кратчайшие сроки мы проект порядка направим в банки для того, чтобы с коллегами обсудить, насколько предлагаемый нам механизм реализуем в условиях абхазской банковской системы, в том числе в условиях ограниченной ликвидности. Следующий механизм, который также будет доступен субъектам малого и среднего предпринимательства, это предоставление субсидий на приобретение оборудования, как это реализовывалось в прошлые годы, но с учетом того, что каждый год мы механизмы программы меняем, мы увеличиваем контроль для того, чтобы достигать большего эффекта от реализации таких программ, создавать больше рабочих мест, создавать больше предприятий в восточных районах нашей республики. Третье направление, которое будет реализовываться в текущем году в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства, это субсидирование создания малых средств размещения. Речь идет о некапитальных строениях и механизме, при котором государство покрывает до 50% от стоимости объекта, то есть отдельно взятого номера в средстве размещения, либо отдельно взятого строения некапитального, которое само по себе является отдельно взятым номером. И в таком случае предлагается механизм, при котором государство погашает до 50%, но не более 1,5 миллиона рублей от суммы расходов на один номер, что также позволит нашим предпринимателям создавать новые малые средства размещения, которые в свою очередь рассчитаны на проживание не только в летний, но и в зимний период времени, соответственно, включают в себя все необходимые для этого условия. Помимо этого, уже за пределами программы поддержки МСП у нас в разработке еще две программы. Одну планируем реализовать уже в текущем году. Это порядок отбора инвестиционных проектов для осуществления бюджетных инвестиций. Аналогичные проекты реализовывались ранее в период 17-19 годы. Если говорить на пальцах, то речь идет о том, что вот у кого-то из вас есть инвестиционный проект, для нормальной, стабильной реализации которого не достает государственной инфраструктуры. Имеется в виду где-то в плохом состоянии дороги, где-то не хватает линий электропередач, нет нужного объема электроэнергии.
либо есть проблемы с сетями водоснабжения и водоотведения, государство может из средств бюджета создать эту инфраструктуру для того, чтобы инвестиционный проект мог реализовываться стабильно. Одним из примеров, вот что мы ожидаем, какие заявки будут подаваться, это, например, дорога подъездная к Очимчирскому порту, которую последние годы подмывает море во время сильных штормов, но она нам нужна для функционирования порта, потому что она является единственной. Там физически не существует просто второго подъездного пути. И аналогичные примеры в будущем планируем реализовывать, помогать для того, чтобы абхазский бизнес был уверен, что отсутствие инфраструктуры не будет ограничением для того, чтобы нормально функционировать. Среди программ, которые ранее не реализовывались, или во всяком случае не реализовывались в таком виде, как планируется в настоящее время, в соответствии с поручением президента Республики Абхазия, разрабатывается программа поддержки экспортоориентированных предпринимателей. Речь идет о производствах в Республике Абхазия, которые направлены именно на экспорт производимой продукции. Речь идет и о помощи с оформлением необходимой разрешительной документации на вывоз за пределы Республики Абхазия, на ввоз на территорию, например, Российской Федерации, участие предпринимателей в выставках. Ну, вот как пример, в ближайшее время делегация Республики Абхазия посетит Кавказский инвестиционный форум, на котором будет представлена наша продукция, алкогольные, безалкогольные напитки, джемы и много других видов продукции. Это тоже будет одним из способов продвижения наших товаров за пределами Республики Абхазия, что позволит увеличить объемы производства, а это далее по цепочке увеличит объем потребления в производстве сельскохозяйственной продукции, соответственно, увеличит спрос на весь ассортимент продукции, производимой в Республике Абхазия, и даже позволит создать условия для увеличения объема такого производства. Это вот программы, реализация которых уже началась, либо начнется в ближайшее время. И в случае, если у вас будут какие-то дополнительные предложения, мы готовы рассмотреть возможность создания новых механизмов поддержки в будущие годы. По сферам господдержки через финансовые институты, через кредитные организации, по каким направлениям могут быть предоставлены? Или там нет критериев? Ну, выделены основные направления. Это производство сельхозпродукции, ее переработка, туристическая сфера и промышленность. Под промышленностью понимается довольно широкий ассортимент производимых товаров, естественно, с учетом специфики республики, с учетом того, какие ресурсы у нас преобладают. Мы, безусловно, говорим о производстве безалкогольных и алкогольных напитков, которые, в свою очередь, имеют потенциально большой спрос на российском рынке. Встреча прошла в формате вопрос-ответ. Были затронуты самые разные направления экономики: таможенное регулирование экономической деятельности, налоговая сфера, льготное кредитование, инвестиции и другие. Условия погашения льготного кредитования на внутреннем рынке, я имею в виду, внутри Абхазии. Если, допустим, это срок 5 лет, то это мало, наверное. И с какого момента погашается? То есть, если мы берем под кредитование той же туристической сферы, то есть строительство, это как минимум 1,5-2 года. Если это, имеется в виду гостиница. Да, если это гостиница, то ее строительство обойдется, в лучших условиях это 1,5 года. То есть, с какого момента нужно будет погашать этот кредит? Если это 5 лет, то я буду, грубо говоря, строить 1,5 года, погашать ее, и потом просто это слишком сжатый срок, на мой взгляд. Государство по этой программе планирует взять на себя обязательства по погашению части процентной ставки. Вот на текущий момент примерно рыночная процентная ставка по кредитам для организации ИП составляет 22-24% годовых. Из них предполагается, что порядка 10% будет погашать сам заемщик, а разницу будет погашать государство, но при этом тело кредита в полном объеме будет погашать заемщик. В случае, если банковская организация, с которой вы вступите в переговоры, будет готова пойти навстречу и предоставить каникулы по выплате тела кредита,
для государства это никаких трудностей не составит, потому что мы будем субсидировать только процентную ставку, то есть предмет переговоров. Давайте, если так проще по факту, как это будет работать. Заемщик со своим проектом обращается в кредитную организацию, государство со своей стороны гарантирует часть процентной ставки погашать, но на 5 лет, потому что программа по субсидированию процентной ставки не по самому кредиту, который будет банк предоставлять, а именно по субсидированию процентной ставки. Этот срок пока 5 лет. Я очень рассчитываю на то, что, конечно, он будет дальше двигаться. Да, ну, к примеру, у вас там кредитный договор на строительство гостиницы, условно скажем, с определенным объемом 100 единиц, заключен на 15 лет. Вот из которых 5 лет субсидирование будет осуществляться, первые 5 лет будет осуществляться за счет средств государства, ну, поддержки. Хотела узнать, правильно ли я понимаю, что средства будут, ресурсы по кредитованию будут ресурсами банка, это первый вопрос. Какой будет отбор банков в участии льготного кредитования, на основании каких параметров? И будет ли банк задействован в участии в отборе потенциальных заемщиков? Потому что без участия банка, я так думаю, что картина полностью не сможет сложиться или будет как бы неполной. Примерно в конце 2025 года для этого организовали встречу. Представители банка высказались как раз на предмет того, о чем вы спрашиваете. И, безусловно, говорить о том, что, например, Министерство экономики может отобрать заемщиков и сказать банку: прокредитуйте, пожалуйста, эти договоры, это было бы абсолютно неверно. Поэтому в программе, в проекте на текущий момент изложен следующий механизм, что заемщики обращаются в банки и проводят переговоры на предмет возможности получения займа, и только те заявки, которые удовлетворяют требованиям банка, уже будут представлены Министерству экономики. Это по поводу того, как будет осуществляться предварительный отбор, то есть проект, который первоначально не устраивает банк, Министерство экономики для рассмотрения попасть не сможет, это было бы нецелесообразно. Что касается средств, привлекаемых для заемного финансирования, безусловно, это средства коммерческих банков, то есть где уже банк сможет изыскать ликвидность, это собственные средства или, может быть, кредит рефинансирования, но в любом случае речь идет о том, что банк самостоятельно привлекает средства для размещения в виде займов. Владимир Валерьевич, я хочу, такая наболевшая тема, я думаю, что эти программы льготного кредитования и стимулирования экспорта ориентированных производителей, да и импортеров, как бы, ну, мы уже пришли к тому, что очень сильно нужна цифровизация таможни. Таможенная цифровизация. Мы до сих пор не принимаем сертификаты СТ1 в электронном виде. Уже зачастую, когда мы приезжаем, там, приезжает машина там, или вагон на заводе отгружается, в России у них уже все, везде электронный документооборот, сертификат и ЦМР и так далее в электронном виде принимаются. Нам прям срочно это нужно. Я думаю, что вы увидите, насколько это облегчит жизнь и экспортерам, и импортерам, и самой таможне. И вот еще, допустим, есть нюанс, ну вот выходные дни или там новогодние праздники. Очень часто из-за того, что, ну вот, наверное, не хватает цифровизации, может рабочих рук не хватает и так далее, получается, что мы не можем завести продукцию, допустим, те же самые новогодние праздники. То есть нам нужно, наверное, все вместе над этим поработать, сделать так, чтобы таможня у нас была, наверное, самым передовым госорганом именно в плане цифровизации, чтобы весь документооборот принимался в электронном виде. Вот поверьте, это очень сильно облегчит, ускорит как экспорт, так и импорт. Это большая просьба, потому что мы неоднократно с этим сталкиваемся. Сертификаты есть, все есть, не успевают иногда производители сделать. Если задержали мы фуру, пока делается сертификат, значит это ложится дополнительными расходами. Если приехала без оригинала, значит могут не принять. И это все, и плюс выходные и так далее. Вот очень вас просим, если вы вот над этим поработаете, вот это будет от бизнеса, наверное, огромная благодарность. И еще буквально секундочку, если на форум абхазских производителей везете, в Очамчурах есть производитель шоколада.
И вот они как раз общались перед форумом со мной и говорили, что вот они не знают, как выйти на российский рынок, это им сложно и так далее, а производят очень даже достойную продукцию. Обратите, пожалуйста, на них внимание. Мне кажется, что достойные ребята, и стоит тоже, наверное, представить их на этом форуме, как абхазском производителе, и помочь им вот как раз-таки наладить эту историю с вывозом продукции. Особая тема была автоматизация и цифровизация управленческих процедур, таможенных, в частности, процедур, да, учета статистических данных, экономических, налоговых. Безусловно, это очень важно. Совершенно правильно вы говорите. Это просто в разы упрощает работу. В разы. Нам недавно здесь продемонстрировали о том, что результаты анализов через современные технологии у человека получить медицинские, путем которым мы привыкли, там, это несколько часов, а сегодня технологии есть не более 3 минут. Ну, вот она скорость, да, вот он результат, вот он эффект, причем все то же самое, достоверно. Аналогичная ситуация должна и во всех сферах происходить, в том числе и в сфере управления. В рамках поручения президента, поручения премьер-министра, во исполнение этих поручений до 1 мая таможенным комитетом проведена работа, проведены встречи со всеми контролирующими органами, с министром финансов, казначейством, госстандартом, фитосанитарно-карантинной службой и иными службами. На данном этапе 1 мая Государственный таможенный комитет готов представить в Кабинет министров проект автоматизации программных продуктов, где в одно окно цифровизация и все сертификаты и разрешительные документы лицензионные будут отражаться в программном продукте Государственного таможенного комитета. 2026 года вступило постановление с изменениями ставок сборов, которые в ряды понизились, что, безусловно, это ощущает бизнес. На этапе гармонизации, первые этапы гармонизации были проведены текстильные изделия, увеличение ставок пошлин, часть строительных материалов, но несмотря на это, в рамках исполнения гармонизации, подписанной нашими президентами в 2021 году Асланом Георгиевичем Бжанием и Владимиром Владимировичем Путиным, во исполнение гармонизации рассматривается увеличение ставок пошлин второго этапа. Это подакцизных товаров, часть строительных материалов и автотранспортные средства на леворукие и праворукие транспортные средства. На данный момент рассматриваем данный проект. С учетом экономического потенциала нашей страны будем, безусловно, обращать внимание на социально-экономическое развитие, в том числе и на сезонность. Вот. Вместе с тем меры поддержки экспорта уже осуществлены. У нас, по сути, там, где не применяется экспортная таможенная пошлина, у нас, по сути, там лом черных металлов, древесина, да, совсем немного. Все остальное по товарам не применяется экспортная таможенная пошлина, разумеется, и не применяется, отменен, вернее, таможенный сбор. С учетом этого мы, и с учетом того, о чем мы сейчас с вами говорим, что столько возможностей появляется для развития внутреннего производства, безусловно, я об этом сразу хочу сказать, безусловно, будет идти корректировка ставок таможенных пошлин и импортных таможенных пошлин для того, чтобы поддержать в том числе и внутреннее производство. Причем таможенные пошлины будут меняться, еще раз повторюсь, с учетом экономического потенциала. Очень много обращений бизнесменов у нас, особенно производителей, по поводу того, что необходимо поднять ставки, значит, ввозных таможенных пошлин по причине того, что здесь развивается производство. Безусловно, но в отношении конкретных лиц там предоставлять индивидуальные, значит, преференции, наверное, все-таки неправильно. Это надо целиком на отрасль смотреть. Поэтому сейчас в проекте у нас находится изменение таможенных тарифов, которое
будет предложено введение в действие с 1 июня, по сути возвращает к платежам, действующим до 2026 года по их объему. Там, на самом деле, кто занимается внешнеэкономической деятельностью, прекрасно знает о том, что если раньше уплачивались платежи таможенные, в частности таможенная пошлина, с базой стояла таможенная стоимость там, и процент к нему, то сейчас это абсолютная цифра, которая подходит, естественно, к этим товарам на основе уровня инфляции. Вот мы и постоянно мониторим, значит, эту ситуацию, постоянно будем смотреть, насколько это эффективно будет. Очень рассчитываю, что мы вот, по обращению предпринимателей, по обращению производителей продукции, особенно это сфера материального производства, да, что мы там обязательно поддержим. Но по-другому работать это не может. Нельзя оставлять, не регулировать, как говорится, меры, через меры экономической политики и одновременно внутри развивать производство. Так не пойдет, так ничего не получится. Поэтому и там нужно регулировать, и здесь. И еще я очень попросил бы, меры таможенного контроля, тоже очень важный аспект, будут ли применяться, которые на территории республики осуществлены при экспорте товаров. Вот я хотел бы, чтобы предприниматели это услышали, это очень важно. Да, мы занимаемся вопросом признания взаимного учета, досмотра, меры контроля, чтобы, если сказать на обычном языке, чтобы было всем доступно, чтобы наши пломбы, транспортные средства, которые пломбируются, они признавались на территории Российской Федерации нашими коллегами в этом направлении по защищенным каналам, государственным таможенным комитетом, куплены необходимое оборудование, работаем в этой частности. И в ближайшее время мы надеемся, что достигнем совместных договоренностей, и этот механизм будет работать, что упростит нашим экспортерам перемещение. Мы приглашаем наших бизнесменов, если кому-то интересно выйти на российский рынок. То есть у нас есть инструменты, у нас есть коллеги, связи, мы можем организовывать реверсные бизнес-миссии, то есть можем принимать сюда российских наших коллег, также можем направлять наш бизнес уже в Российскую Федерацию, оказывать всевозможное содействие. Ну, с нашей точки зрения, вот, касаемо проблем современного бизнеса, вот, что мы видим, это, вот, наверное, не хватает вот таких длинных, может быть, дешевых кредитов, да, которые могли бы поддержать наш бизнес более так активно, так скажем. Да. Потом видим законодательство, да, вот, немножко вот такие какие-то пробелы, которые, я думаю, мы все вместе должны отрабатывать. Два законопроекта, которых мы видим и над которыми мы думаем поработать, это вот именно законопроект по малому и среднему бизнесу, предпринимательству. Кстати говоря, нам вот коллеги из Министерства экономики предоставили проект, мы сейчас смотрим, изучаем тоже, да, свое хотим мнение высказать по поводу данного проекта. Также получается по государственно-частному партнерству очень такая интересное направление, важное, потому что не всегда, может быть, есть ресурс у государства, да, на определенные проекты, и нужно, конечно же, привлекать и частного инвестора, который совместно с государством будет делать ту работу, которая сегодня важна, инфраструктурная работа, которая очень много у нас вопросов строительства инфраструктуры и так далее, да, вот где частный бизнес мог бы, конечно, помочь. То есть вот такие моменты мы видим, и как торгово-промышленная палата мы всегда открыты к взаимодействию с правительством, с нашим бизнесом, наши двери всегда открыты, и мы готовы взаимодействовать, оказывать содействие во всех возможных направлениях. Экономика практически, вот мы всегда в парламенте пытаемся пересмотреть все те законодательные акты, подзаконные акты, которые были ранее приняты 10, 12, 15, 30 лет тому назад, они остались те же. Я как человек, который немного понимает, что такое бизнес, пытаюсь к этому подойти так справедливо и оставить небольшой след, да, в истории своей трудовой деятельности. Мне потому что это достаточно интересно, и это по мне. Я расскажу сейчас более детально, что я имею в виду. Бизнес делится, экономика делится на два направления. Да. Первое – это торговля,
которую мы сегодня укладываем, оказание услуг и немного есть производственной части. Потенциал нашего государства, нашей страны, да, географического расположения, конечно, мы говорим о том, что имеем место, это оказание услуги, да, это туристический бизнес, да, где мы оказываем и привлекаем средства, деньги к себе. Тут государство практически, да, закрыло и обратило основное внимание на этот отрасль, на это направление туристического бизнеса, да, путем там, кредитования и так далее. Но тут нужно еще глубже зайти, посмотреть, насколько те кредиты сегодня, которые дают, они сегодня полезны. И кому они полезны, да, то есть надо прямо малому, среднему или такому-то большому бизнесу, да, вот это надо немножко углубиться, и там, наверное, есть какие-то небольшие шероховатости, которые убрать, и тогда активно начнет бизнес этим потреблять, этим инструментом. Но он факт уже есть, он есть уже непосредственно к этому стремлению, и это здорово. Что такое торговля? Мы сегодня понимаем, что торговля, с одной стороны, это хорошо, что сегодня обеспечила там продовольственную программу, ведь государство не занимается доставкой муки, сахара, картошки и так далее. Он занимается бизнесом. Бизнес этим справляется практически во все времена, складывает. И наш бизнес, наши предприниматели с этим удобно справляются. И говорю, что они великолепно, если завтра удвоится население, они все равно это обеспечат. Но это немного называется вымывание денег. Практически мы покупаем, увозим деньги за пределы и опустошаем свой карман. Вот в этом направлении есть небольшая производительная часть. Я вот вижу несколько человек здесь, которые присутствуют. Но у них есть трудности. Это у производителей продовольственных товаров. У них есть небольшие трудности. Да? Вот у нас, к примеру, хочу сказать, великолепный завод построили, да, который там, мол, завод должен заработать. Но я, как имеющий отношение, разбираюсь чуть-чуть в бизнесе, могу сказать, ему будет трудно, потому что у него есть некоторые его производительности, SKU так называемые, да, тот самый товарную продукцию, который он будет конкурировать с российским. Это очень тяжело будет ему выйти. Объемы другие. И коэффициент той самой рентабельности, когда объемы большие, для нашего будет тяжело выдержать. И его немедленно нужно защитить. Как это сделать? Понять, какую продукцию, номенклатуру он будет выпускать, именно на эту номенклатуру поставить какой-то заградительный процесс на таможне. Тогда у него мы понимаем, что он будет уже конкурентный. Конкурентный по качеству будет проходить и будет понимание иметь, с какими SKU он идет в спорах. Я лишь приведу небольшой еще пример, вот дальше уже уйду в другую отрасль, Валерьевич. Немедленно нужно сделать что? Хлеба в 2024 году с России привезли 180 тонн. В 2025 году привезли 400 тонн хлеба. Хлебники наши, я не знаю, кто-то есть здесь, да, хлебобулочные изделия, кто продает. Это, практически они справляются, они сегодня кормят нас. И зачем мы им создаем? Если я вот изучал практически около 15 человек хлебобулочных изделий, заводов, знаком, приходил к ним и говорил, что вам мешает развиваться, чем вам помочь. Это я проводил личный свой аудит. Они сказали, вот вы представляете, оттуда хлеб привозят, один человек в машине привезет, всю гагру раздал, всю пиццунду раздал и уехал. Один человек заработал денег и уехал. Заплатил, пошлины нету, ничего нету, собрал деньги, принес, не принес, никто не знает. А наш производитель должен что сделать? Да? Заплатить налоги, заплатить зарплату, заплатить все, и он находится на базе, где он доступен для налоговой инспекции. А тот недоступен практически. Я сейчас могу немножко, но это правда им мешает. Вторая часть этого, я могу еще говорить о том, что там, сельское хозяйство, да, мы сейчас с ним спорим и говорим, что кукуруза сегодня привезли, около 2000-3000 тонн кукурузы завезли красной. Наши поля заросли. Можно приподнять, когда говорим, в Тамышах мои даже соседи, пытаюсь их заставить трудиться, чтобы они кукурузу выращивали, они говорят, вот вырастил, 100 гектаров посадил, и не смог даже покрыть затраты. И это вот это надо за счет того, что там сегодня мы приподнимем НДС, им поставим, и дальше вернуть сюда средства, попробовать, это надо начинать пробовать. Ну и еще хотел бы сказать, о продовольственной закончу, вот я тут вижу производство рыбы. Я посмотрел, какое количество рыбы привезли. Но ему тяжело. Ему тяжело. Почему? Себестоимость вообще производства с чего-либо на территории Абхазии очень дорого. Дорогая заработная плата, дорогие условия и объемы продаж другие. И эти объемы продаж у нас забирают те компании, которые с Турции привозят, с других мороженую рыбу, которая в цене не конкурента, только в цене. И опять надо, его же тоже защитить нужно. Тогда он разовьется, тогда он все водохранилище, да, Мингурское заполнит этой рыбой, и другие производственные. У нас, слава богу, гидротехнических гидроресурсов достаточно, чтобы
этот сегмент просто аннулировать или минимизировать, чтобы он был конкурентным. 400 с чем-то тонн, больше, мне записано, я сейчас не могу вспомнить, достаточно. Это вот мое обращение, ваше внимание, чтобы вы к этому обратили хорошее внимание. Теперь часть работ, часть средств, конечно, вот в этом производстве мы оставляем. Если мы к этому прикладываем усилия, то процентов 35-40 средств у нас остается в нашей экономике, внутри себя. Теперь, что касается другой производственной части индустриализации, то есть самой мелкой, да, типа мануфактурной. В этом смысле тоже я провел достаточно глубокий анализ и могу сказать, что есть вещи сегодня, которые мы в рамках индустриализации своей страны можем наладить у себя производство. Я могу сказать, производство я даже уже купил, в машине все лежит, хотел привезти, показать, да, что сегодня можно здесь производить на территории Абхазии с точки зрения индустриализации. Да? Лопаты, черенки, полиэтиленовые пакеты, там, саморезы, другие веники. Да? Я вот около 40 видов все собрал и привез. Что для этого нужно? Сегодня мы хотим, не хотим, кто-то этим занимается. Сейчас, как, знаете, говорится, когда что-то говоришь, пытаются, как, что-то ты за собой там ищут подводный камень, который, это, наверное, ему лично интересно. Ничего не интересно. Мне, даже если интересно, оно для всех обобщается. Гавлевцы привезли полиэтиленовый станок огромный, гигантский, да, который выпускает 20 видов. И они не смогли выдержать конкуренцию, закрылись. В денег средствах около 40 миллионов рублей. Но вы представляете, какое количество полиэтиленовых пакетов, мусорных, фасовочных, маечных здесь производится. Производство лопаток и черенков – это совсем простая. Веники для нашей страны совсем большое. И это люди делают. Вот этих всех, если мы сегодня адресно будем находить и понимать, с чем они сегодня конкурируют, с каким продуктом из привезенных извне, вот этих надо поддержать. И мы по чуть-чуть начнем расти. У нас одна и нашей встречи, она и социальная, безусловно, и экономическая, чтобы повысить благосостояние наших граждан, чтобы качество жизни изменить. Мы, безусловно, ставим перед собой задачу как можно быстрее индексировать размер доходов наших граждан. Вот что важно для того, чтобы покупательная способность была выше, для того, чтобы уровень жизни был лучше. Вот задача стоит. Мы часто говорим о не том недостойном размере пенсионного обеспечения. Но это на самом деле это так. Ну, к этому уже надо стремиться. И вот мы перед собой поставили задачу о том, что по возможности там, кратно начинать индексировать. По-разному, конечно, это можно делать, все, в том числе меняя ставки налогов, там, страховых взносов, изменять льготный режим налогообложения. Много способов, но мы по такому пути не идем. Мы, естественно, хотим, чтобы производительность труда повышалась, чтобы рос товарооборот. Вот я готовился сегодня к нашей встрече и заглянул в статистические показатели. Это вообще удивительные вещи. Но этому много факторов, безусловно, есть объективных, и это очень хорошо, это похвально, мы гордимся этим. У нас 2023 год 60 миллиардов ВВП, 2024 90 миллиардов ВВП, значит, у нас предварительная оценка 2025 года там за 115 миллиардов. Ну, темп в 30%, 30 плюс процентов. Это очень хорошо. Да, безусловно, там влияет, конечно, и инфляция, и уровень инфляции, но все равно это хорошие предпосылки. Мы начали, когда анализировать, что этому способствовал такой темп. Ну, понятно, что крупные инфраструктурные проекты в Абхазии реализуются. Один из самых масштабных, безусловно, это открытие аэропорта. Там масштабные инвестиции, это все нам сразу понятно. Но когда мы оглянулись и посмотрели, а что же сопутствует этому, вот как сейчас Реза Платонович сказал, что это не только туристический бизнес, это надо вокруг, да, всю инфраструктуру тоже смотреть. И мы начали смотреть, кто способствует этому. Там, безусловно, очень здорово изменились показатели розничной и оптовой торговли, вот, строительства, услуги связи, может, не напрямую связаны с этим крупным проектом, но, безусловно, услуги связи у нас тоже растут. Вот со мной есть информация,
я ее взял, об основных таких крупных налогоплательщиках нашей страны. И я вот вчера знакомился с этими данными, это вообще удивительные вещи. На самом деле из года в год компаний становится больше, а те, кто присутствовал раньше, у них объем оказанных услуг, там, произведенной продукции, вот, выполненных работ тоже растет. Это хорошо, поэтому еще больше есть желание поддерживать, еще больше есть желание вместе, в том числе через инструмент, ну, возможно, там на законодательном уровне сначала надо обсудить. Может быть, пока будет обсуждаться, может какой-то другой инструмент выпустит, как по реализации государственно-частного партнерства. Это мы тоже обсуждаем, потому что закон это, безусловно, очень важно, он такой фундаментально даст основу развитию этому направлению. Но пока можно на уровне других нормативно-правовых документов. Попробуем. Что касается хлебобулочных изделий, совершенно верно. Ну, даже не хлебобулочных изделий, а хлеба как такового. Да, совершенно верно, хлеба. Вот, ну, мы знаем, что государственное регулирование цен сегодня в стране, и в том числе эта позиция тоже регулируется. Если откровенно говорить, будем объективны в этом, оно уже по факту регулируется. Даже еще решение не принято. У нас, значит, цена одна, фактически на полке хлеб стоит, значит, хлеб продается совсем по другой цене. Но я к чему хочу сказать? Импорт хлеба, если посмотреть на килограмм, ну, килограмм импортных хлеб, да, он у нас в несколько раз превышает фактическую стоимость килограмма хлеба, произведенного здесь. И потребление есть, спрос есть. Вот здесь надо понять, ну, заградительную пошлину поставим, меры экономической политики, заквотируем, к примеру, там, допустим, больше там 400 килограмм нельзя, или, к примеру говорю, это навряд ли что даст. Это конкурентная среда, пока. Потому что хлеб, который привозится, ну, импортируется и продается там по 150, по 180 рублей за килограмм, он, конечно же, дороже, чем тот, который здесь производится. Но спрос-то на него есть. Почему есть спрос на него? Ну, там уже бизнес, сам мы как говорим, это конкуренция. Это очень-очень важно. То же самое по овощам и фруктам. Аналогичная ситуация происходит. Поэтому лучше, на мой взгляд, безусловно, мы так и с этого и начали, так и будем продолжать, безусловно, поддерживать национального производителя. Это собственный внутренний инвестор. Мы как говорим, если 1 рубль 2 раза провернется в нашей стране, ну, может 3 раза провернется в нашей стране, тогда уже все, тогда мы видим хорошую рентабельность. А когда, вот, как вы говорите совершенно правильно, 1 раз и вышел, тогда сложно будет двигаться вперед. Задача, которая стоит, еще раз повторюсь, увеличить качество жизни и благосостояние граждан. Вот, возвращаясь к статистическим данным, очень много показателей, в том числе по внешнеэкономическому обороту. Ну, у нас 87 импорт, да, по 2025 году стоит. 87 импорт, 13 экспорт. Ну, безусловно, надо наращивать. ВВП, наша валовая внутренняя продукция. Хочу вам сказать то, что мы собираем сегодня этот показатель. С огромным трудом у нас все это идет. И хочу сказать, что мы не все добираем. Мы должны все это добирать и в полном объеме, и у нас будет еще выше этот показатель. Это показатель лицо нашего государства, нашего благосостояния и так далее, и так далее. То есть мы должны работать в том направлении, чтобы максимально показать все наши достижения, все наши статистические, экономические и прочие показатели. Подобный формат общения поддерживаем. И вообще хочу сказать в адрес правительства, считаю, в Абхазии достаточно доступное, открытое правительство, имею отношение абсолютно всех его представителей, от президента до премьер-министра, вице-премьера, министра, все люди контактные, можно с ними общаться, обсуждать. По поводу кредитования хотел бы вернуться пару шагов назад. Обсуждали вопрос субсидирования процентной ставки и развития
производства сельского хозяйства, производства, гостиничного бизнеса, туризма и так далее. Здесь, что касается участия именно коммерческих банков в этом проекте, безусловно, хорошая государственная форма поддержки в форме субсидирования процентной ставки. Для реализации проекта и участия в нем коммерческого банка необходимо, конечно, для начала наличие денег. Второй фактор – это стоимость денег в экономике. Третий фактор – это срочность финансовых ресурсов. Четвертый фактор – это наличие обеспечения. При наличии всех вот этих 4 факторов, в принципе, процесс кредитования можно обеспечить. И та форма господдержки, о которой говорил министр, она, безусловно, правильная, но она закрывает лишь одну часть проблемы. Стоимость финансовых ресурсов, кредитных ресурсов. Да? Потому что, безусловно, процентная ставка, инфляционные процессы, среднестатистический предприниматель, особенно тот, который только начинает свой бизнес-проект, он ее не вытянет. И, конечно, субсидирование – это очень хорошо. Люди, безусловно, на это отреагируют, потенциальные предприниматели. Но те проекты и отрасли, о которых мы говорили, это в основном кредиты от 2, 3 и более лет. У банковского сектора сегодня таких пассивов немного. Или в некоторых банках их вообще нет. Поэтому наша банковская система в основном оперирует деньгами годового цикла, ну максимум 2-годового цикла. Поэтому рассчитывать на то, что банки сегодня смогут отбирать проекты для кредитования, скажем, бизнеса в сельском хозяйстве, в гостиничном бизнесе 3 года, 5 лет и так далее, очень сложно. У банка нет выхода на российский денежный рынок, на российский фондовый рынок. Собственного фондового рынка, денежного рынка в принципе особо и нет. Единственный источник – это депозиты, остатки на счетах клиентов и ресурсы Национального банка. И все они краткосрочные. Поэтому это одна из проблем, которые мы также о ней должны подумать. Я лишь озвучиваю те моменты, которые должны там пойти в дискуссию. Да, срочность финансовых ресурсов. Третий вопрос – это, безусловно, обеспечение. Потому что стартапы, новые проекты, сельхозпроекты всегда имеют такие вот обычно характеристики. Это для банка очень важно, помимо общей схемы и плана рентабельности, предусмотреть возвратность ресурсов и обеспеченность этих ресурсов каким-то залогом, либо поручительством. Вот я тут рекомендовал бы подумать нам всем на тему, что в Абхазии необходим какой-то государственный гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства, который не давал бы денег, а давал бы гарантии, поручительство. Риски те же самые, что дать гарантию поручительства, что дать денег. Но необходимость финансовых ресурсов возникала бы потом, в случае невозврата. И здесь предприниматели, обращаясь в банк, понимали бы, что с одной стороны есть господдержка в форме субсидирования процентной ставки, и если банк одобрил кредит, и ему надо закрыть риски по возврату, можно обратиться в государственный внебюджетный фонд гарантийный, где защитить проект и также получить государственную гарантию на возврат этих ресурсов перед банком. Потому что так же, как и правительство, банк работает чужими деньгами, не своими в основном. Это клиентские ресурсы, депозиты и так далее, и так далее. Поэтому, рискуя чужими ресурсами, банк должен быть застрахован, что они вернутся. Поэтому, безусловно, важно закрыть стоимость ресурсов. Б, нам надо подумать о том, как нам привлечь длинные пассивы, чтобы кредитовать в длинную. С, нам надо продумать, как нам защитить банк от невозврата, потому что сегодня банк вряд ли будет кредитовать даже с субсидированной процентной ставки кредиты, где нет обеспечения. Если сегодня среднестатистический предприниматель, начинающий или который уже с опытом приходит в банк и говорит, вот у меня там проект в гостиничном секторе, я строю там коттеджи, и, честно говоря, эти коттеджи банку не сильно привлекательны с точки зрения залога, потому что это абсолютно не ликвид. И в нашем, и в других банках есть большое количество заложенного имущества, и мы не знаем, как по рыночной стоимости это реализовать.
Поэтому именно финансовая поддержка как гарантия финансовой возвратности только в том случае, если проект поддерживается государством, субсидируется. Вот этот фонд был бы как раз-таки, мне кажется, в помощь. Поэтому я единственное, что это хотел сказать, что субсидирование это хорошо, длинные ресурсы это нужно, где-то их надо будет найти, потому что банк со своими годовыми депозитами трехлетние, пятилетние кредиты не выдаст. И С, безусловно, это закрытие рисков по возвратности. По поводу предложения создать гарантийный фонд, некий институт, который был бы подспорьем, да, для банков, коммерческих банков. Достаточно эффективный механизм. Более того, в Российской Федерации такой опыт уже имеется. И он используется в рамках реализации различных государственных целевых программ и пользуется спросом. Мы, безусловно, я думаю, в рамках экономического блока тоже подумаем совместно с банковским сектором, что из уже имеющихся практик и мирового опыта мы можем привлечь. Но, естественно, здесь тоже нужно будет очень внимательно изучить вопрос с учетом наших ментальностей, с учетом особенностей, в том числе и нашего предпринимательского сообщества. И, коль создавать такой механизм, он должен иметь четкие прогнозные цели, то, к чему мы можем прийти, используя именно этот инструмент. Но как идея, я лично абсолютно ее поддерживаю и думаю, что надо в этом направлении поработать. По сравнению с позапрошлым годом предприниматели стали увеличивать свои остатки в банковской системе, но они увеличились незначительно. Соответственно, когда мы говорим об источнике кредитования, мы должны понимать, что отсутствие эмиссионного центра нам не позволяет говорить, что мы можем имитировать дополнительные кредитные ресурсы. Они завязаны от остатков на счетах предпринимателей, юридических лиц, ИП и физических лиц. При этом, если мы посмотрим на вклады физических лиц, то они у нас за год незначительно изменились, на 3 миллиарда составляют все системы. При этом по закону получается, что физическое лицо может в любой момент прийти в банк и востребовать свой вклад досрочно. Даже если там ресурсы находятся на год, на 2, то банк не может воспринимать их как длинными ресурсами, потому что в любой момент вкладчик придет, и банк обязан выдать вклад по физическому лицу. При этом, если мы говорим о депозитах юрлиц, то они незначительные и небольшие. Основной источник на сегодняшний день, который у нас есть по кредитованию в системе, это прибыль. Прибыль за прошлый год банковской системы составляет 460 миллионов рублей. То есть, если посчитать на потребность в бизнесе, на эту сумму, она, конечно, незначительная и распределена по всем банкам. Соответственно, мы не можем говорить, что у нас есть серьезный источник кредитных заемных средств. Этот момент тоже очень важен на сегодня. Что касается инвестиционного проекта, который в ближайшее время начнет реализовывать абхазская организация общества с ограниченной ответственностью «Золотой берег». Действительно, работая над этим проектом, помимо самих инициаторов, еще и органы государственного управления занимались на протяжении последних нескольких лет. Мы совместно уже рука об руку последние годы проходили много стадий проверок в Российской Федерации, в структурах Российского экспортного центра. И результатом всей этой деятельности, если прям сократить, не занимать много времени, стал бизнес-план общей стоимостью порядка 800 миллионов рублей, в рамках которого в Очинчирском районе планируется создать рабочие места и мощности для переработки плодов, то есть сельскохозяйственной продукции. У нас, как вы знаете, каждый год основной сельхозпродукцией, экспортируемой в Российскую Федерацию, являются плоды цитрусовых, в первую очередь, естественно, мандарины. Но при этом остается немалое количество плодов, которые либо не успевают вывести вовремя, либо которые не соответствуют отдельным критериям, предъявляемым торговыми сетями. Это внешний вид, может быть размер,
А такая продукция – это как раз основное сырье для подобных предприятий. То есть речь идет о том, что, создавая предприятие, инициаторы проекта также создали параллельно еще и рынок сбыта для наших сельхозпроизводителей, потому что все, что производится в селе, все, что не нашло своего покупателя в виде готовой продукции на полках, может быть отправлено в переработку. Соответственно, достигается еще дополнительный эффект в виде занятости наших сельских территорий. На самом объекте будут созданы рабочие места, появятся, соответственно, налоги, которые будут оплачиваться в Очимчирский район, появится продукция, которая впоследствии, большая часть которой будет экспортироваться, соответственно, еще и произойдет некоторое выравнивание баланса между объемами импорта и экспорта. Хотя у нас действительно на протяжении уже многих лет соотношение составляет не менее 5, то есть 1 единица – это объем абхазского экспорта и 5 единиц – это объем импорта из Российской Федерации. Вот это вот один из примеров того, как абхазский бизнес будет помогать выравнивать это соотношение и, соответственно, снижать объем вымываемый из республики денежной массы, а наоборот привлекать средства в республику. Помимо этого, сам инвестиционный проект разбит на несколько блоков. То, что я назвал как проект на 800 миллионов рублей, это лишь первый блок. В последующем речь идет о наращивании мощностей, о расширении ассортимента производимой продукции. И, соответственно, успех первого блока повлечет за собой привлечение дальнейших инвестиций и так далее, увеличение количества рабочих мест, увеличение объемов экспорта и прочих показателей. Это хороший пример того, когда в восточной части Абхазии создаются новые предприятия, создаются новые условия для того, чтобы привлекать высококвалифицированные кадры. Спасибо, что вы нас позвали сегодня. Очень приятно вас всех видеть. Джобу Элана, государственный совхоз цитрусовый. А вот я когда услышала новость касаемо инвестирования в сельское хозяйство, я, конечно, обрадовалась, и это, конечно, очень заманчиво, но сельское хозяйство, особенно цитрусы, это такие долгосрочные, длинные деньги. То, чем я занимаюсь, я не могу себя называть бизнесменом, потому что это больше такое, наверное, увлечение, хотя я понимаю, что это для Абхазии сельское хозяйство, но мы уже говорим, что это стратегически для государства важная деятельность. Но вы понимаете, то есть при закладке полей, то, чем ныне я сейчас занимаюсь, это фаза плодоношения у цитрусов 7-10 лет. Даже с учетом субсидирования процентной ставки финансирования, для нас, для сельского хозяйства это невыгодно, потому что, я не знаю, может быть, возможно, есть смысл сельское хозяйство именно в части, касающейся многолетних насаждений, как-то отдельно отвести, потому что те, которые занимаются многолетними насаждениями, нас мало. Я могу даже говорить от всех, мы не имеем возможности участвовать в этом. Я села, посчитала, больше необходимость для нас – это малая механизация. И даже говорить, там везде все государственные цитрусовые хозяйства, ныне существующие, это не равнины. Это градус уклона 40 градусов и террасы. Нам нужна механизация, это не МТЗ, а трактора с мощностью 80 и выше лошадиных сил и чуть-чуть там валовый отбор их мощностей нам нужно. И потому большее количество денег нам нужно на малую механизацию. Хотя мы сегодня, возможно, у государства мы бремя занятости людей, мы немного тоже у государства забираем. Плюс еще отдельно текущее налоговое законодательство сегодня работает на какие-то быстрые деньги, быстрый заработок, а у нас немного получается иначе. Мы хотим, чтобы у нас было некое налоговое бремя. Вот. Это мы не льготы просим у государства, а вот разделить с нами
риски, которые мы можем вести. Вот. То, о чем вы сейчас говорите по поводу поддержки, ну, к примеру, оборудованием, либо сельхозтехникой, тоже великолепная возможность сейчас появляется с помощью наших российских коллег, вот, друзей, организаций, юридических лиц, такой корпорации, как Росагролизинг. Вот, было бы тоже хорошо здесь вместе посотрудничать, тоже очень удачная. Кстати, мы по этому пути, вероятнее всего, и пойдем, может, не на 100%, но точно будем заниматься этим через Росагролизинг. Там хорошее предложение есть. Не сразу отвлекать средства в больших объемах. Сельское хозяйство для достижения продовольственной безопасности необходима всегда дотация в виде всяких таких предоставлений услуг, начиная от льготных кредитований, которые имеются, от субсидий, от безвозмездной помощи, от, не знаю, других преференций в виде ослабления, там, наверное, налоговых каникул или другого. Вот все, что необходимо для того, чтобы наш крестьянин занимался именно производством сельхозпродукции для того, чтобы его реализовать на внутреннем и внешнем рынке. Ну, то, что происходит сегодня вот с помощью государства, оно имеет результат, конечно. Это вот я имею в виду программа развития сельского хозяйства из нашего бюджета. Ну, оно не дает такие вот, знаете, вот на глаз, чтобы человек сказал, что у нас министерство, то есть сельское хозяйство развивается. То есть потому что это мы наладили очень хорошую связь с крестьянами, и у крестьян появилась надежда. К развитию нашей экономики в стране можно говорить бесконечно. Вот. И очень приятно, что сегодня мы хоть какую-то часть вопросов подняли. Что-то мы, безусловно, обязательно решим, как вы сказали, это очевидные вещи. Посмотрим, Милана, в том числе по налогообложению. Все мы знаем, что в рыночной экономике предпринимательская деятельность является без преувеличения двигателем общественного прогресса. Но не стоит забывать о наемном труде. У нас на сегодняшний день при сложной международной обстановке, растущих инфляционных процессов, повышения потребительской корзины, нам, работникам социальной сферы, особенно важно знать, чтобы граждане почувствовали заботу государства о них. На сегодняшний день за последние годы при повышении заработных плат в нашей стране нам удалось, как фонду, повысить и государственные пособия. Вы знаете, уважаемый премьер-министр, мы с инициативами обращались 2 и 3 более раз. И при том, что при выплатах, налоговых выплатах и таможенных, и особенно достойного уровня заработных плат в частном секторе, даст нам возможность, общую, я думаю, работу провести во благо нашего государства, чтобы мы смогли и в экономической, и в социальной сфере сделать результат, чтобы учитывали именно вот достойный труд наших наемного труда. О чем говорит Бакур Шурбевич, будут приниматься важнейшие решения. В очередной раз будут индексироваться размеры социальных пособий и пенсионного обеспечения для наших граждан. Я хочу сказать, что именно ваш труд и добросовестное отношение к уплате налогов дает государству возможность принимать такие решения. Вот это очень важно, уже который год подряд это осуществляется. И сейчас существенное повышение по социальным выплатам, по размеру пенсионного обеспечения, так называемая, как мы говорим, абхазская пенсия, но там не сам размер пенсии, а доплата будет увеличиваться. Вот послезавтра такое решение будет приниматься, и оно вступит с 1 мая текущего года. Вот еще один вклад в социально-экономическое развитие нашей страны, нашего бизнеса. Вот еще раз большое спасибо за участие в этом благородном деле. В завершении Владимир Делба предложил проводить такие встречи на регулярной основе и делать их конкретными, тематическими. Шазина Ханагу, Алексей Гухава, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.